В поселке Солнечный прошла встреча заместителя акима Павлодарской области Айзады Курмановой с молодежью. Цель собрания – выявить проблемы и найти пути их решения, а также обсудить новые идеи и возможности реализации. Большая часть молодых людей трудятся на станции ГРЭС-2. Заместитель акима Павлодарской области рассказала и об итогах стратегической сессии. Проблем, конечно, очень много, и попытались какие-то решения выработать. Одно из них – это будет создание, уже создаются 15 центров поддержки молодежи на базе колледжей. Первый вопрос – это вопрос трудоустройства и занятости молодежи. Также то, что волнует больше всего. Значит, на базе колледжей такие центры, которые будут работать такие центры по принципу одного окна. Значит, молодой человек приходит в колледж, получает консультацию, его встречает координатор, получает консультацию. Далее уже он идет, его направляют, если у него есть желание создать бизнес, он получает бизнес-консультацию. Там же будет иметь возможность обучиться этому бизнесу, вот эти бастал бизнес. Ему не нужно будет куда-то идти, допустим. Там же у него будет возможность обучиться бизнесу. Там будут возможности по отдельным направлениям, допустим, стартап-зоны, бизнес-инкубаторы. Третье направление – это обучение, краткосрочные курсы. Это курсы, мы уже говорим, чтобы эти курсы были по индивидуальным программам, чтобы не собирать там 10 человек, чтобы отдельно там, краткосрочные курсы. Договариваемся с учебными центрами, с тем, чтобы молодой человек, пришедший в этот центр, получил какую-то специальность. И дальше уже сопровождаем до того времени, пока он не трудоустроится или не определится с какой-нибудь профессией. Вот эта идея была от молодежи, и мы ее сейчас реализуем. Также Айзада Курманова отметила необходимость поддержки новых лидеров молодежных объединений. Далее в ходе беседы молодые люди смогли обратиться с вопросами и предложениями. ГРЭС-2 было сформировано, это молодежное движение наше. Начинали все это хорошо, сейчас просто пандемия сказалась на всех, на наших идеях, мыслях. То есть сейчас после январских этих событий тоже все как-то с опаской друг друга делятся эмоциями, я бы так сказал. Но знаете, в чем проблема вот этого молодежного актива? Да, мы собираемся, мы строим планы на год, это как всегда, там какие-то мероприятия, наши действия. И все это упирается, как всегда, с пониманием, это нам нужен бюджет. То есть наш работодатель нам говорит, бюджет будет, ребята, боритесь, старайтесь, мы вас знаем, то все вы, как говорится, если вам деньги дадут, вы ответственно за них ответите, на что деньги уходят. То сейчас у нас вот такой мораторий, то есть у нас есть, как говорится, социальный партнер, Самурказна-Трас, который отвечает просто за социальность, а мы, как молодежь, просто мы массовка на этом фоне. Я, насколько знаю, на ГРЭС-2 большая профсоюзная организация. Вы не пытались вопросы Совета рабочей молодежи включать в коллективные договоры? Коллективный договор, который, да, во время обсуждения, да, вы прекрасно знаете, да, какая-то часть через профсоюзы, я с областным профсоюзным центром тоже проговорю, с тем, чтобы вот какая-то часть мероприятий, она обеспечивала бы работу Совета рабочей молодежи. Что такое молодежь для предприятий? Молодежь для предприятий – это перспектива, да? Это будущие квалифицированные кадры, это основа предприятия. Поэтому, мне кажется, каждый работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы вот человек, пришедший на предприятие, на ГРЭС-2, условно, да, он стал патриотом своего предприятия, стал хорошим профессионалом, да, и он станет хорошим профессионалом только тогда, когда у него будут комфортные вот такие, да, условия хорошие, ему будет престижно работать. Отделу внутренней политики было дано поручение наладить работу с советами молодежи предприятий. Также прозвучало предложение увеличить длительность молодежной практики с 3 месяцев до года, для того, чтобы у новоиспеченных специалистов было больше возможностей проявить себя. Все предложения жителей поселка приняты к рассмотрению.